Казино Ям – озеро на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан. Самое большое и глубокое озеро на Северном Кавказе. Расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря. Поверхность озера 2,5 километра в квадрате. Водоем, как говорят, образовался в результате запруда двух малых рек – Хорсум и Коуха. Но однозначного ответа на вопрос, как и каким образом образовалось это озеро, пока нет. С озером Казино Ям связано немало легенд. Загадочными, помимо красот водоема, являются многие его специальные характеристики. Озеро не сообщается с другими водоемами, благодаря чему на протяжении веков биоразнообразие Казино Ям находилось в изоляции и не подвергалось воздействию внешних факторов. Не установлена точная глубина озера, не исследовался его донный грунт, флора, фауна, не изучены процессы водного обмена и многое другое. В общем, неразгаданных тайн вокруг озера достаточно. О возникновении этого озера ходит немало легенд. И согласно одной из них, на этом месте, там где мы сейчас находимся, располагался аул. Аул, жители которого забыли, что такое любовь. Они забыли, что такое чувство сострадания, они забыли, что такое гостеприимство. Но им был дан один шанс. И ангел Божий, переодевшись в нищего, прошелся по этому аулу. Он просился к жителям на ночлег. Его не впускали. Его выгоняли со двора. На него натравливали собак. И лишь одна женщина, вдова, которая жила на самом краю аула, позволила ему войти в свой дом. Он посоветовал ей уйти из аула, чтобы сберечь себя и свою семью. Она послушалась его с ужасом и увидела, как в считанные минуты весь аул, все его строения ушли под воду. Легенда в различных вариациях передается из поколения в поколение уже много веков. И напоминает людям о том, что самое главное – это человеческая благодать. Видимо, это озеро действительно образовалось относительно недавно в исторических рамках. По крайней мере, хотя бы потому, что существует легенда о том, как оно возникло. Значит, содержание легенды, наверное, всем хорошо известно. Это вот история о, так сказать, вдове с детьми, которая приютила странника, оказавшегося святым. Ну и в результате, так сказать, того, что гостеприимством он был обделен остальными, как бы разгневавшееся небо наказало, так сказать, жителей аула тем, что затопило вот эту вот территорию, это ущелье. Так образовалось, по легенде, озеро. Но глубина его достаточно велика, и вот говорят, что специалисты вроде бы обследовали его, даже водолазы в прошлом году, там аквалангисты, и вроде они там нашли, так сказать, какие-то остатки исторических объектов, памятников. Но что касается дна, я точно сказать не могу, но окрестности озера богаты историко-археологическими объектами. Также в народе ходит легенда о человеке по имени Тода, проживавший недалеко от озера. Из уст в уста дошла до нас легенда об этом жильце, который имел возможность заплывать на дно озера. По рассказам предков, на дне Тода видел огромные кувшины, расставленные в ряд. Кувшины, которые он не мог сдвинуть. Сосуды, по мифам, были настолько велики, что Тода мог проплыть через ручку каждого из этих кувшинов. Достаточно долго не прекращались разговоры о царе хазарского каганата и его сокровища. По преданию, царь бежал из столицы Хазарии, забрав с собой всю свою казну, а за ним была погоня. Тамерлан со своим войском преследовал беглого царя. Преодолев много километров, царь дошел до Казино и захоронил свое сокровище на дне этого озера. И Тамерлану то же самое сказали, что этот человек, там похоронено это сокровище, надо найти, спустить, прорыть канал, спустить воду и достать это. И потом, когда Шамиль эмиратство свое сделал, ему тоже Юсуп Хачи каждый раз говорил: давайте достанем оттуда это сокровище, спустим. Потом другой приходил, Александр II, когда там был на этом озере, ему тоже приходили советчики там на дно как-нибудь спуститься и в наше время тоже есть такие, которые говорят: давайте там спустим, найдем, наша история там, наше богатство там. Но тоже имеет место факт, что действительно там после этого в горы ушел
правители этого хазарского гагената, но где они? Может, здесь похоронили, может, Арш-Анча, может, где-то свои сокровища бросили. Такой допускать все-таки может, да? Конечно, конечно. Я поэтому говорю, каждая легенда имеет в своем основе что-то. По одной из многочисленных версий, озеро Козиной-Ам образовалось в результате падения метеорита. Сказать точно, когда это произошло, никто не берется. Но все сходятся в одном – было это не 1000 лет назад. Уровень воды в озере из года в год изменяется в зависимости от количества атмосферных осадков, выпадающих в этот бассейн. Вода в озере холодная. В летнее время температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов. А на нижних слоях этого озера температура 7-8 градусов по Цельсию. Зимой озеро замерзает полностью, и в отдельные годы толщина льда достигала 70-80 сантиметров. Всякая теория, гипотезы какой-то первоначально свой имеют какой-то повод. Если учесть общую площадь озера и его глубину, то эти данные наводят на мысль, что метеоритная атака имеет место быть. Изучив цифры, снятые из кратеров после падения с неба каменных глыб, и сопоставить их с размерами Козиноя, то здесь можно найти определенное сходство. Но каких размеров был сам метеорит? Представить, какова была картина данной местности на тот момент, сейчас просто невозможно. Очень интересно само вот это вот явление, такое высоко в горах, глубиной 70-80 метров, 660 миллионов кубов пресной, чистой, хоть бери кружкой и пей, воды от наброс. Конечно, это создавать будет очень много интересных вещей. Лишним подтверждением этой гипотезы могла бы послужить форель, которая водится в Козиное. В конце 90-х годов отдыхающими выловлена рыба. Та самая форель, и вес ее составлял более 10 килограмм, а длина рыбы достигала около 1 метра. Интересно одно, откуда в этом озере форель таких размеров? В чем причина такого различия в размерах с обыкновенной рыбой? Что если некое небесное тело, упавшее в это место и оставившее за собой гигантскую вмятину, и стало причиной заражения, что повлекло за собой мутацию рыбы? Ученые, которые обследуют этот метеоритный дождь, отдельные большие, маленькие метеориты, они знают, какие следы оставляют и как обнаружить остатки частиц или что-то от этого метеорита, даже если 1000 лет прошло, все равно уже есть методы определения, что именно падал метеорит. Поэтому таких, чтобы огромных размеров, тем более, чтобы сделать такое озеро, или же таких размеров метеорит, который бы истории пока что не определено, там нигде не сказано. Вы знаете, я не думаю, что это какая-то мутация, в том смысле, что, наверное, судя по тому, что озеро возникло достаточно давно, за это время все генные изменения, которые происходили, уже произошли. И тогда бы все озеро было наполнено этими мутантами, но на самом деле такого там нет. Это просто большая озерная форель. Самое больше 35-40 сантиметров. И покрыто красными пятнами специфически своими. Это эзиновский вид форели. И сейчас его там можно поймать 60-70 сантиметров, 15-16 килограмм до метра. И сейчас его там любители, которые знают где, когда, в какое время, они могут поймать. Так именно поэтому, что она специальный вид не от того, что там какой-то, получив какое-то тепло от кратера или вулкана или что-то чем-то мутировал этот вид форели, а именно специальный вот этот вид вырос в этих источниках из-за воды, местности, климата, таких размеров набирает вот этот. По мнению заведующего Гродненской лаборатории ландшафтные исследования Джабраилова, под толщей воды находятся подводные пещеры, исследования которых помогли бы пролить свет на многие открытые вопросы. Но все-таки главной проблемой, которой стоит заняться здесь и сейчас, является эзинамовская форель, которая занесена в Красную книгу. Это редчайший вид рыбы, который водится только в озере Козиной-Ам и который, к сожалению, находится на грани исчезновения.
Научное объяснение тому, как образовалось озеро, все же есть. И пусть это расстроит любителей всего тайного и неизведанного. Это период, когда горы свыше 2-3 тысяч метров были покрыты вечными ледниками. Началось потепление, вечная мерзлота начала отступать, а горы освобождаться от ледников. Расположенные рядом горы Кашкарлам и Азерлам тоже начали таять. Кашкарлам состоит из сланцевого материала. Это не скалистая гора. В период таяния Кашкарлам потерял всю свою монолитность. Начались оползни. Относительно происхождения озера ученые не имеют единого мнения. Однако большинство считает, что образовалось озеро Козяной-Ам в результате запруды долины горных рек Хорсума и Коухи. Обвал, запрудивший долину, произошел с южного склона хребта Кашкарлам, ниже слияния этих речек. Причиной его, считают они, было землетрясение. Часть горы обрушились в расщелины рек Хорсум и Коухи, тем самым образовав бассейн. И по мнению ученых, именно таким образом в течение последующих нескольких тысяч лет здесь набралось 60 миллионов кубов пресной воды. От русла ущелья, по дну ущелья течет река Хорсум. Это обыкновенное ущелье. Да, обыкновенное ущелье. Да. Вот вы, когда в горах, например, выше пройдете, за эту обвалившийся обвал, плотину естественную вы перейдете, это ущелье продолжается до Макажой, Ансалты, дальше идет. Та же самая ущелье и выше плотина была. И вот эта плотина загородила часть этого русла реки. Какое было ущелье, это вы можете просто, перейдя плотину, посмотрев дальше, то же самое ущелье было доверху. Отсутствие фактов порождает легенды. У каждого народа есть свои легенды и сказания, дошедшие до наших дней из глубины веков. Каким образом они возникают? Возможно, недостаточное количество информации из истории тех или иных народов. Недостаточное количество фактов заставляли потомков придумывать правду о своих предках. К примеру, с озером Козяной-Ам связано немало легенд. И многие из них заслуживают внимания и детального изучения. Но насколько они достоверны и стоит ли к ним прислушиваться, каждый волен решить для себя сам.